Добрый вечер, это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик идет уже 3,5 месяца. На вопрос о том, когда она завершится, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Специальная военная операция по защите Донбасса закончится тогда, когда будут выполнены ее задачи, которые поставил президент нашей страны. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции, подытожил Песков. И сегодня мы поговорим о том, какие именно задачи поставил глава государства во время проведения спецоперации. Обсудим пути решения сложившейся ситуации с моим сегодняшним гостем, руководителем Фонда народной дипломатии Алексеем Кочетковым. Добрый вечер, Алексей Владимирович. Добрый вечер. Давайте начнем с вопроса, который я не могу не задать. Просто почему 24 февраля было принято решение начать специальную военную операцию? Мы же понимаем, что это было очень непростое решение. Я думаю, что вообще сейчас в мире вряд ли найдется лидер какого-либо государства, который мог бы взять на себя такую ответственность, которую взял на себя глава нашей страны Владимир Владимирович Путин. Предшествовало этому поистине историческому и очень непростому решению целая цепь событий, связанная в первую очередь с взаимоотношениями Российской Федерации и коллективным Западом, странами Североатлантического альянса, странами НАТО. То есть там была целая серия взаимных ультиматумов, в результате которых, в общем, наше руководство приняло решение, что называется, провести специальную военную операцию, нанести превентивный удар по вооруженным силам Украины, которые, по данным разведки, в том числе, которые впоследствии подтвердились, готовили в свою очередь, военную операцию по захвату Донбасса, захвату Донецкой и Луганской народных республик. Вот, собственно, в общих чертах это, я думаю, было очень важное решение. Надо не забывать, что в прошлом году Российская Федерация стала массово выдавать российские паспорта гражданам Донецкой и Луганской народных республик. То есть там уже проживали на момент начала февраля не просто наши соотечественники, представители нашего народа, но еще и наши сограждане. А как мы знаем, Российская Федерация несет на себе в том числе и бремя ответственности за своих сограждан. И поэтому в случае, если им угрожала серьезная, прямая, непосредственная опасность, то другого выхода, как обеспечить их защиту, у нашей страны просто не оставалось. Но вот вы сказали о том, что Украина нанесла бы удар, мы нанесли превентивный удар. Вот все-таки есть такой вопрос, почему мы не дождались, когда там они ударят, тогда в глазах всего мира Россия была бы не агрессором, дело в том, что защищались бы мы. Дело в том, что, во-первых, мы бы были в любом случае агрессорами в глазах всего мира. Было масса, можно привести примеров, когда мы защищались, и все равно нас сделали агрессорами. В данном случае этот конфликт подогревала западная сторона на протяжении последних 8 лет. Они сознательно саботировали все попытки России принудить Украину к выполнению Минских соглашений. 8 лет практически шла необъявленная война против Донецкой и Луганских народных республик, против народов шли регулярные обстрелы мирных кварталов как Луганска, так и Донецка, гибли люди, и Запад все равно продолжал перевооружать Украину, снабжать их различными летальными видами вооружений, практически готовил Украину к нападению на Донецк и Луганск. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Вы, как руководитель Фонда народной дипломатии, наверняка согласитесь с тем, что цель дипломатии добиться переговоров, решить проблемы мирным путем, но когда слова бессильны, конечно, важно защищать свой народ любыми способами. Вот точно дипломатических путей уже не было. К сожалению, да. К сожалению. Хотя, собственно говоря, тут опять же, возвращаясь к вашему вопросу, в 2008 году Грузия развязала войну против Южной Осетии, когда грузинские войска сначала, открыв артиллерийский огонь и огонь
реактивными системами залпового огня по спящему мирному городу Цхинвал. Фактически зажгли его и потом вошли туда. В итоге российская сторона только на 4-е сутки начала операцию по принуждению Грузии к миру. В результате все равно российская сторона была объявлена Западом агрессорами. Дело в том, что в отличие от операции в Южной Осетии, здесь в случае, если вот эту городскую агломерацию Донецк-Макеевка украинские части заняли бы, а там практически более миллиона человек проживает, то выбить их оттуда быстро, как это получилось в Грузии, не получилось бы. Мы видели, как проходила операция тяжело в Мариуполе и какие там неисчислимые человеческие жертвы. Так вот, в Донецке эти жертвы были бы просто на порядок выше, и бои бы шли бы, наверное, до сих пор еще бы, наверное, не один месяц. Поэтому тут просто выбора не было. Что касается решения дипломатическим путем, украинская сторона для себя все решила. То количество войск, которое там, как оказалось, даже наша разведка, я так понимаю, до конца не имела полного представления о том, сколько сил украинцы сконцентрировали на границе с Донецком и Луганском. Украинская сторона настолько подготовилась, что в любом случае избежать этого уже никаким образом было невозможно. Тем более, что 8 лет Россия добивалась от Украины всеми возможными доступными дипломатическими способами разрешения этого конфликта. Украина последние особенно месяцы просто глумилась над Российской Федерацией и постоянно угрожая России, так сказать, ответными силовыми действиями. Но я знаю, что вы давно изучали вот этот украинский вопрос, да, у вас даже вот книги можно показать, наверное, на камеру. Да, «Черное солнце Украины. История ненацистского движения Азов» и «Евромайдан». Имени Степана Бандеры. Имени Степана это Бандеры. книга 2014 года. Эта книга вышла в начале 2020 года. То есть это, в принципе, не совсем свежая литература, но она, да, посвящена развитию событий на Украине. Вот, и вот почему, казалось бы, братский народ вообще ведет себя таким образом? Откуда столько сил, энергии и смелости у украинских националистов? И вообще, то есть есть же мнение о том, что это вообще генетически один народ с русскими, на самом деле. Не то, что братский, а в принципе один. Вот как? Да, по сути, это две ветви одного единого народа. Между русскими и украинцами, или как их принято было называть до революции, малороссами. То есть тогда русский народ делился на 3 составные части: малороссы, великороссы и белорусы. Так вот, разница между русскими и украинцами гораздо меньше, значительно меньше, чем, например, между немцами различных земель. Например, между баварцами и там какими-нибудь ганноверцами или бранденбургцами. Мне говорят, там разница между сербами и хорватами. Различия, да, настолько большие, что, допустим, жители северных земель с трудом понимают баварцев, а иногда и вообще их не понимают. Не говоря уже о том, что у них историческое прошлое очень сильно отличается. При этом, при всем, немцы остаются немцами, и где бы вы ни жили, в Мюнхене или в Берлине или в Ганновере, то вы все равно остаетесь представителем одного единого народа. В России ситуация в силу исторических событий 20-го столетия пошла несколько по другому пути. Плюс именно в случае с Украиной Запад развязал против нас цивилизационную войну, используя как раз вот, в том числе фактор искусственно навязанного нам внутреннего конфликта с украинством, как способ разрушения нашего внутреннего единства. То есть создание искусственного конфликта внутри, втягивая все больше и больше жителей Малороссии, Южной России, именно вот в это противостояние по несуществующему разделу между 2 ветвями русского народа. К сожалению, вот после переворота 2014 года, февральского переворота, к власти в Киеве пришли национал-радикалы. Основной линией государственной идеологии постепенно становился и в конечном итоге стал радикальный украинский национализм, который в последние годы стал уже граничить с нацизмом. В вооруженные силы Украины активно стал проникать неонацистский элемент. Вот на примере того же самого пресловутого полка Азов, это же полк Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины. На примере этого полка
можно сказать, что это вообще в чистом виде неонацистское формирование, в котором и нацистская идеология, и нацистские практики, и руководят этим закоренелые фашисты. И даже символика этого полка, она имеет прямое отношение, прямые аллюзии с символикой соответствующих подразделений гитлеровской Германии времен Третьего рейха. Но как им удалось прийти вообще к власти? Это же были выборы. Ну, то есть, Нет, это были не выборы, это был переворот, в результате которого при помощи тех самых боевиков правого сектора и различных других организаций, я еще раз повторюсь, 22 февраля 2014 года Ну, вы про Майдан говорите. был свергнут законно избранный, вот как раз законно избранный действующий президент Украины Виктор Янукович, и власть перешла к некому подобию хунты, люди, которых никто совершенно не избирал, сами себя назначили. Турчинова назначила часть Верховной Рады, исполняющим обязанности президента. Они назначили там последующие выборы. При этом был развязан, по сути, самый настоящий террор против инакомыслящих. А инакомыслящие в данном случае были все, кто выступал за мирное сосуществование с Россией, за русский второй государственный язык на Украине, за интеграцию с Российской Федерацией. То есть все представители пророссийских сил были объявлены вне закона. Их начали в прямом смысле в открытую убивать, как это было в Одессе 2 мая 2014 года или в Мариуполе, вот, ставшем теперь известным на весь мир. Там примерно похожая ситуация была 9 мая 2014 года, когда как раз вот этот самый пресловутый, недавно сформированный батальон, тогда еще Азов, расстрелял просто мирных протестующих мариупольцев из огнестрельного оружия с огромным количеством жертв, которые пытались помешать этому неонацистскому подразделению взять под контроль город с целью передачи его в нем власти киевскому режиму. То есть гражданская война началась после того, как произошло свержение законного правительства. И дальше начался раскол вот как раз по линии пророссийских сил, русского населения и киевского режима, который стал проповедовать просто открытую политику русофобии и разрыва любых связей с Россией, с русским миром, с русской цивилизацией. А кто им помогает? То есть в одиночку ведь такую работу проделать нереально, должен быть как минимум союзник. Руководители Соединенных Штатов никогда не скрывали, какие колоссальные средства они вложили. Ведь помните, сразу после событий 2014 года Виктория Нуланд неоднократно в своих различных выступлениях и интервью говорила, что Соединенные Штаты, вложили за последние годы больше 5 миллиардов долларов в изменении внутренней ситуации внутри Украины. В то время, когда я работал там с коллегами со своими, занимаясь исследованием внутриполитической ситуации, проводя мониторинг, официально на территории Украины действовало 14 тысяч неправительственных организаций, так или иначе финансировавшихся из стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады. То есть это 14 тысяч организаций. Вы можете себе представить масштабы вот этой внутренней экспансии на Украину, масштабы влияния, которые Соединенные Штаты в последние годы пытались оказать именно непосредственно на эту страну. И, соответственно, учитывая, какие колоссальные средства во все это вкладывались, совершенно неудивительно, что нашлось большое количество людей, которые просто были готовы на этом хотя бы изначально просто зарабатывать. Смотрите, вопрос, с которого я начала, задают, зачем мы туда полезли, да? А вопрос, который задается с другой стороны, с другой части населения, да, это почему мы ждали 8 лет? Этот вопрос действительно задают постоянно, и, честно говоря, я и сам его себе задаю, потому что я в 2014 году считал, что, конечно, останавливаться там, где остановились в 2014 году, это было большой ошибкой, так же, как и не помочь Одессе в мае 2014 года. Но, видите, российское руководство до конца пыталось все решить, что называется, миром, дружбой, полюбовно. Ждали исполнения Минских соглашений? Да, даже когда украинская армия первый раз была разгромлена под Иловайском и практически перестала существовать, когда образовался знаменитый Иловайский котел, и, по сути, остановили контрнаступление
вооруженных сил Донецка и Луганска исключительно требования Москвы, и когда как раз сели за стол переговоров, когда результатом которых стал Минск-1, тогда еще пытались решить это все абсолютно мирным путем. Путем переговоров между двумя враждующими сторонами, доказать вот той группировке, которая захватила власть в Киеве, что нужно учитывать интересы как минимум половины населения Украины, русского населения, что вот так вот сломать через колено целый народ просто не получится, будет только хуже. Но никто не слушал, и в итоге довели ситуацию до того, что происходит на Украине сейчас, при этом усиленно 8 лет промывая мозги именно русскоговорящей, русскокультурной части населения Украины, пытаясь разрушить все возможные связи между русскими Украиной и русскими Россией, разрушить все связи культурные, исторические, языковые, вплоть до семейных. Даже по линии семей начались расколы, потому что пропаганда, если она ведется со стороны государства, тем более при поддержке системы массовой пропаганды Запада, она очень действенна. Тем более, что вы знаете, что в 2014 году, в 2015 фактически Россия перестала иметь возможность транслировать свою точку зрения населению Украины. Были отрезаны не только наши телеканалы, были отрезаны наши социальные сети. Там невозможно стало очень много, так сказать, значительная часть российского сегмента интернета стала недоступна для жителей Украины и так далее. То есть там, как бы, с точки зрения России образовался некий информационный вакуум, который был заполнен абсолютно русофобским, антироссийским контентом. Естественно, это очень сильно влияло, в том числе и на настроение внутри украинского общества. И люди, которые занимались проблемами Украины, понимали, что власти Украины, будь то Порошенко, будь то Зеленский, который, кстати, победил на выборах именно на волне нежелания Украины конфликтовать с Россией, нежелания большинства населения Украины разрывать связи. Обманув ожидания своих избирателей, Зеленский точно так же повел откровенно русофобскую, антироссийскую политику, показывая Москве в том числе, что он ведет все дело к прямому открытому конфликту. Безусловно, Москва начала готовиться к этому конфликту, понимая, что мы просто не имеем права подставлять ни своих сограждан, ни наших соотечественников, проживающих на территории Украины, которых, повторюсь, миллионы и миллионы, ни жителей Донецкой и Луганской Народной Республики. Просто не имеем права делать их жертвами вот этого разгулявшегося на Украине неонацизма. Но один из главных аргументов украинцев, что какой нацизм, у нас президент еврей вообще. Ну, нацизм — это прежде всего идеология. Она созрела, вызрела в недрах западной цивилизации. И первый раз эта идеология победила в Германии. Да, появился германский национал-социализм. Но, как любая идеология, она редко когда остается в пределах какой-то национальной границы. Она может развиваться, распространяться, ну, как, например, коммунизм. Был коммунизм. Советские разных видов, там, троцкизм, сталинизм, более поздние, так сказать, более мягкой формы. Был маоизм, были коммунисты Пол Пота там в Кампучии. Да, это все вроде бы коммунизм, но он совершенно разный. В отличие от германского нацизма, украинский нацизм инклюзивный. То есть он не ставит никаких расовых барьеров. Дело в том, что если нацисты Германии, они имели дело с уже сложившейся, сформировавшейся немецкой нацией, то задача украинских нацистов как раз только сформировать еще до конца не оформившуюся украинскую нацию. А сделать это можно только разрушив связи с русской цивилизацией. И вот для того, чтобы набирать адептов для этой цивилизации, если перед тобой стоит задача устроить конфликт, тебе не важно, из кого ты их набираешь. Это могут быть в первую очередь те же самые русские люди, евреи, армяне, кто угодно. Если вы формируете новую национальную общность, для вас биологическое происхождение, что называется, материала, из которого вы лепите эту новую общность, оно для вас никакого значения не имеет. В нашем случае, вот в случае русской цивилизации, мы столкнулись как раз с такой своеобразной антисистемой, задача которой была разрушение русского мира на Украине как бы изнутри. Поэтому тут все вот эти отсылки, что у нас президент еврей, они, в общем, достаточно несостоятельные. Тем более, что опять-таки, как говорил вот недавно министр иностранных дел Сергей Лавров,
История знает массу примеров, новейшая, недавняя история, когда евреи активно сотрудничали, в том числе отщепенцы из числа еврейского народа, сотрудничали с теми же самыми нацистами. Мы знаем, что полиция в Варшавском гетто состояла исключительно из евреев, которые творили зверства по отношению к своему народу ничуть не меньше, чем этих творили немецкие нацисты. Ну и что, нам кто-нибудь скажет, что где же мы видели в Варшаве в 1942 году нацизм, потому что там были полицейские евреи, никто не говорит. Это манипуляция, это на самом деле просто попытка, что называется, отвлечь внимание. Мы видели нацистов на улицах Украины. Люди ходят с факелами на 14 октября. Люди, служащие в официальных государственных организациях, носят шевроны с эмблемами там, дивизии СС Галичина или дивизии СС Das Reich. Ну, где мы их видели? Мы их видели в Киеве, мы их видели на Донбассе, мы их видели недавно в количестве 2500 сдавшимися в Мариуполе. Вы же видели, что на них нарисовано, когда с них снимают майки? Где мы? Вот они, пожалуйста. И им совершенно безразлично, что у них еврей там или не еврей, или там русский, или у них министр внутренних дел, как раз шеф всего этого нацистского, ну, покровитель нацистского движения, армянин, да, ничего не мешает. Тут дело не в данном случае не в евреях и в армянах, а дело в том, что эти силы ведут борьбу с русским народом. Для них сейчас, если для нацистов частью их идеологии был антисемитизм, то для нынешних нацистов на Украине часть их идеологии является русофобия. Антисемитизм для них никакого значения сегодня уже не имеет. А что нам есть противопоставить в части идеологии в нашей стране? У нас Патриотизм? Да, конечно, патриотизм. У нас есть как бы своя собственная многовековая культура. У нас есть своя собственная русская цивилизация, которая как раз вот наша цивилизация многократно доказала инклюзивный характер свой внутренний. Когда, расширяя свое культурное влияние, русское государство там, 17, 18, 19 веков включало в свой состав народа самого разного происхождения, не ставя перед собой задачу ассимилировать, переделать, там, включить. Оно как бы брало под свое крыло эти народы, давая им возможность пользоваться всеми теми благами своей цивилизации, которые она могла предложить. И это принципиальное отличие от англосаксонской мы цивилизации. Не пытаемся той же, подавить, мы не пытаемся задавить. Люди любой национальности, став подданными русского царя, условно говоря, или гражданами Союза Советских Социалистических Республик, или гражданами современной Российской Федерации, становятся полноправными гражданами вне зависимости от своей национальности, происхождения, цвета кожи. И никто не ставит условием там, отказа от своей природной сущности, как это сейчас делается, например, на Украине, когда если ты хочешь быть щирым украинцем, то ты должен порвать полностью со всем русским. То есть тебе нельзя говорить на русском языке, ты должен отказаться от русской истории, ты должен там, публично заявлять о том, что вот, подтверждать ту историческую концепцию, которую нынешний вот этот вот как раз режим навязывает, да, то есть отказываться от истории Второй мировой, Великой Отечественной войны, отказываться от своих предков. Вот, посмотрите, у них все началось под лозунгом там, якобы декоммунизации, когда они сносили памятники Ленину. А закончилось все тем, что они сейчас уже сносят памятники Пушкину, Суворову, Кутузову, Жукову, неважно. Они сносят все русское. Теперь еще и разрушают русскую православную церковь, ну, украинскую православную церковь Московского патриархата. То есть они разрушают полностью все связи жителей Украины со своим русским происхождением, со своей русской цивилизацией, с русским миром. То есть они разрушают полностью это общество, атомизируют его. Но они не понимают одного, что разрушив, они под этими обломками похоронят и государство, и народ, и самих себя. Потому что, как любая антисистема, она, построенная на негативе, на разрушении, она никакого позитива в себе не несет. И, соответственно, ничего хорошего предложить, кроме войны и гибели всего вокруг, оно не может. И в конечном итоге они и население погубят неисчислимого количества, и сами ничего не добьются. Ну, за исключением, наверное, лидеров и вождей, которые планируют убежать куда-то на Запад и там доживать, как их предшественники.
где-то там С началом безбедную жизнь. спецоперации на Россию обрушились санкции со стороны западного мира. И вот, казалось бы, ничему уже не удивишься, но буквально вчера стала известна новость о том, что санкции введены против ректоров более чем 200 российских вузов, в том числе против ректора нашего Северо-Восточного федерального университета. Вот. Зачем это делается? Ну, видите, вот эта вот волна русофобии, свидетелями которой мы стали, а она касается ведь не только там русофобии, понятно, это там ненависть, неприятие всего русского, но она касается всех жителей, граждан нашей огромной многонациональной страны. То есть, по сути, за границей мы все русские. Это мы дома можем иметь свои какие-то особенности, да? А там для них. И их задача, по сути, на сегодняшний день, развязав вот это вот гигантское шельмование, объявив еще и об отмене русской культуры. Ну, то есть до такого даже нацисты не додумались, немецкие нацисты. Вот современные додумались. Когда просто собираются отменить Чайковского, да, запрещают его играть, не продавать книги Толстого и Достоевского в книжных магазинах там, и так далее, и так далее. Не просто современных русских авторов или российских авторов, но не продавать и литературу наших классиков, на которых в том числе и европейская цивилизация современная выросла и огромное количество чего впитала. То есть они поставили теперь себе задачи, и многие современные неолиберальные политики, они открыто заявляют о том, что задача теперь уже стирание, уничтожение русской цивилизации как таковой. То есть Украина — это только начальный этап. Украина — это повод. Украина — это именно тот вот толчок, когда они стравили русских между собой и теперь пытаются обосновать свою агрессивную политику против России в целом. Они теперь откровенно заявляют, что они сожалеют, что в 90-х годах Россия не была окончательно разрушена, что посчитали, что вопрос с Россией так решен, можно получать огромные прибыли, она уже больше никогда не поднимется, там нету сил, которые готовы бороться за суверенитет. Ну да, все оказалось, что не так. С начала нулевых Россия начала активно бороться за сохранение собственного суверенитета. Западу это категорически не понравилось. И сейчас они действительно пытаются стереть нас именно в цивилизационном смысле. Именно поэтому они борются и с нашей культурой, с нашими представителями культуры. И поэтому они пытаются нанести максимальный ущерб, в том числе российскому образованию, вводя санкции конкретно против вузов, против преподавателей, против любых более-менее заметных, ярких личностей. Ну, это же касается, например, Гергиева, Ралдугина. Там. Ну, то есть список огромный. Да? Ректоров московских вузов многих. И тут я думаю, что они будут идти до конца. И, собственно, все зависит только от того, насколько мы проявим стойкость и способность к сопротивлению, насколько мы не будем поддаваться панике. В принципе, так как мы сами по себе страна, цивилизация, нам их попытки на самом деле не так уж сильно страшны. Мы от них не зависим ни в экономическом плане, ни в культурном, ни в каком-либо другом. Поэтому, ну что ж, пусть пытаются, а мы посмотрим. Как говорят китайцы, мы будем просто защищаться, естественно, но мы можем спокойно посидеть на берегу и посмотреть, пока они проплывут мимо нас. Трупы врагов. В той или иной форме. Да. Поэтому тут... Но спецоперация рано или поздно закончится, как любая война, она заканчивается миром. А вот после... Во-первых, как вы считаете, закончится она скорее рано или скорее поздно? Ну, я думаю, что все-таки это не на один месяц. Потому что вести войну так, как ее привыкли вести американцы, например, как они бы ее вели бы на нашем месте, мы, естественно, не можем. Это украинская, так сказать, идеология предполагает тактику выжженной земли, а мы не можем бороться на Украине с украинским нацизмом до последнего русского человека. Вы видели, с какой осторожностью, несмотря на все, так сказать, разрушения, российские войска подходили к деблокированию городов Донецкой и Луганской народных республик. Как аккуратно освободили значительную часть Запорожья и всю практически Херсонскую область. Ведь там, где Россия успела отсечь, так сказать, вооруженные силы Украины от городов, практически нигде нет разрушений. Там уже налаживается мирная жизнь, там просто люди вернулись к своему нормальному естественному состоянию. В других местах, там, где украинская нацистская военщина засела, к сожалению, придется действовать медленно. Поэтому нужно настраиваться на долгую операцию. У нас нет такого
просто права вести войну. Ну, то есть, как там, американцы зайти и зачистить как мы не с можем. Киркуком, ковровыми бомбардировками и так далее, и так далее. Вот, поэтому тут придется терпеть. Но в любом случае, это спецоперация, как правильно сказал Песков, и как, в общем, целью поставил наш президент в своем обращении 22 февраля, да, что до полной денацификации. То есть мы должны вырвать вот это жало нацизма из тела Малороссии, из тела Украины, чтобы оттуда просто в дальнейшем не распространялся вот этот яд, отравляющий в том числе и умы молодого поколения жителей. Ну вот еще очень много говорят о том, что украинцы нас никогда не простят. Вот после того, как цели спецоперации будут достигнуты, после того, как она завершится, сколько понадобится времени, чтобы между вот враждебно настроенными жителями Украины и ну, во-первых, если посмотреть россиянами на динамику изменения отношения к, как они изначально говорили, русским оккупантам, можно посмотреть на примере таких городов, как Энергодар или Бердянск. Да, население поначалу, вот это именно одурманенное вот антироссийской пропагандой, антирусской пропагандой, там выходило на улицы. А сейчас там абсолютно ничего подобного не встретишь, никакой ненависти. Но даже дело не в этом. Если просто еще раз, давайте маленький экскурс в историю. Вот в 1945 году советские войска пришли в Германию. Более антироссийские настроенные, или там антисоветские, антирусские настроенного населения, чем в Германии, наверное, в тот момент на планете представить себе было невозможно. Тем более там тоже нацисты говорили: умрем все как один, будем биться до последнего солдата, там мальчишка с патроном стоит дороже 1000 мудрецов, говорящих о мире, там, и так далее, и так далее. Все, победили, разгромили вооруженные силы и тут же начали заниматься восстановлением мирной жизни в Германии, так же, как сейчас вот на освобожденных территориях бывшей Украины. И буквально через 5 лет уже появилось на карте мира государство Германская Демократическая Республика, вполне себе союзная и лояльная России, Советскому Союзу. Впоследствии в странах Варшавского договора это был самый надежный верный союзник Советского Союза по сравнению с кем бы то ни было. Сейчас до сих пор немцы в Восточной Германии с трепетом и ностальгией вспоминают вот те отношения между русскими и немцами, которые складывались на протяжении всего послевоенного периода. Все возможно. Не бывает таких вот долгого состояния противоречий даже между людьми. Там. Долгая ненависть — это очень большая редкость. Если вот эта причина этой ненависти исходит извне, и когда вас вот конкретно с кем-то, с каким-то человеком стравливают, да, если кто-то реально натравливает со стороны, всегда этот вопрос можно решить. И здесь мы его точно так же решим. Главное — проводить правильную политику, информационную, историческую, культурную, экономическую на освобожденных территориях. Надо убрать источник вот этой заразы, чтобы просто перестали воздействовать на украинцев. Ну вот вы привели пример с ФРГ и ГДР, да, то есть вы не исключаете такой вариант завершения, что будет некая лояльная России восточная, условно, Украина и западная Украина? Сейчас сложно вообще такие прогнозы строить, потому что как она будет ситуация поворачиваться. Но в принципе это самый невыгодный для России вариант. Невыгодный? Невыгодный, потому что та территория Украины, которая останется под властью нацистов, она всегда будет враждебной по отношению к России. Это будет источник новой войны, безусловно. Понятно, что никакого будущего у этой территории не будет, потому что на нее те же самые американцы повесят все долги, которые есть на которых сейчас огромное количество. Которые сейчас уже там чуть ли не к сотне миллиардов долларов приближаются. Вот. И это всегда будет источник военных угроз, это всегда будет источник там, диверсий, террористических актов и прочего, и прочего, и прочего. Это все время будет такой нарывающая рана на теле вот этой единой исторической России. Поэтому я считаю, что все-таки операцию нужно проводить максимально вот, далеко от нынешней линии противостояния, освободить максимальное количество русского населения, которое оказалось на сегодняшний день под пятой вот этой враждебной нам идеологической заразы, и сделать все, чтобы больше никогда украинский нацизм не смог ни на каких территориях возродиться. Я думаю, что тут вполне логично, что вообще сам по себе вот этот украинский проект, который изначально был искусственным, он еще возник
возникнув во время Первой мировой войны как инструмент борьбы Австро-Венгрии и Германии против России, он изначально был абсолютно чужеродным. И то, что советские большевики попытались его все-таки в дальнейшем внедрять и развивать, это была очень глубокая ошибка. Мы плоды этой ошибки пожинаем по сегодняшний день. Не нужно плодить антироссийские враждебные идентичности, тем более искусственные, тем более полностью и целиком подогреваемые из-за рубежа. Ну и то, что после войны вот Бандеру и прочих их там, через какое-то время... Буквально в 1955 году Хрущев, уж такие у него там мотивации на самом деле были внутри глубоко, сейчас уже даже сложно себе предположить. Но Хрущев практически реабилитировал жанр. Несколько десятков тысяч активных бандеровцев реабилитировал, и с них были сняты все претензии. Люди эти вернулись в те места, где они просто годами терроризировали местное население, таким образом подорвав у людей веру в правосудие и в способность советского государства их защитить. Естественно, эти люди, ну, самые активные нет, а менее, так скажем, заметные, стали активно внедряться в советские органы власти, их дети стали активно внедряться в партийные органы власти. Примеров масса огромная. Даже первый президент Украины, последний первый секретарь ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук, который недавно вот скончался, он в 1992 году, став уже президентом независимой Украины, вдруг неожиданно сделал такой своеобразный coming-out, да, раскрылся, сказав, что, а вы знаете, а я ведь тоже был бандеровцем. Я был маленьким, но я носил в лес продукты, я собирал разведывательную информацию для тех, кто сидел в лесу, и я всегда поддерживал эту идеологию. То есть это показывает, что эта идеология внутри советской Украины, она никогда не была разгромлена, она всегда существовала. И вот это вот искусственное разделение русского народа на русских и украинцев, оно этому только способствовало, потому что это создавало благоприятную почву для развития более радикальных форм украинского национализма. И в конечном итоге привело к тому, к чему привело. Нам нужно отказываться от всего вот этого наносного, что нас раскалывает, и наоборот развивать то, что нас объединяет. Объединяет нас очень многое. Вместе с малороссами великороссы построили величайшую империю на Евразийском континенте. В самом хорошем смысле этого слова, объединив огромные народы, абсолютно разные по культуре, по менталитету, и при этом построив государство, наверное, ну, в конечном итоге гораздо более справедливое, чем любое государство, когда-либо существовавшее на планете Земля. У нас огромный потенциал. Нас на самом деле ничего не разделяет, кроме вот этих вот попыток Запада внести внутренний раскол между нами искусственно. Сейчас в спецоперации участвуют жители разных регионов России, однако ну, мы замечаем, что из одних регионов людей больше, из других меньше. Есть вообще такое мнение, что там в основном воюют жители Дагестана и Бурятии, и их... И Чечни. И Чечни, да. И совершенно там нет... Ну, то есть мало очень москвичей, петербуржцев и жителей, там, скажем, русских областей. Ну, это либеральная пропаганда. Все-таки, да, у нас, конечно, страна многонациональная. У нас и в армии срочную службу служат представители всех национальностей, и на работу на службу по контракту в армию поступают люди из самых разных регионов. Но, поверьте, я вот сейчас только вот отсюда прилечу, через несколько дней поеду на Донбасс, повезу гуманитарную помощь по линии своего фонда. И много встречаюсь с военнослужащими, в том числе, которые сейчас непосредственно воюют. Это ну, вот то, что либералы пытаются сказать, москвичи, там, петербуржцы, екатеринбуржцы отсиживаются, а представители других национальностей за них воюют, это неправда абсолютно. Воюют все. И отрадно, что едут добровольцами люди из Якутии, из Бурятии защищать русских. Я думаю, что точно так же, если бы понадобилось, если бы какая-то угроза была для бурятов, для якутов, для других народов, русские поехали бы их точно так же защищать. Потому что, по сути, ментально, культурно мы один народ все равно. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу. Желаю успехов в вашей деятельности, в работе вашего фонда, о котором мы, кстати, не успели поговорить. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.